Добрый день, уважаемая Куралай. Добро пожаловать к нам в студию. И мой первый вопрос. Вы являетесь продюсером театра особенных актеров в Казахстане с 2019 года. Расскажите про данный проект. Здравствуйте, мне также очень приятно находиться сегодня здесь. История создания театра, она, наверное, такая интересная. Я расскажу с самого начала. В 2014 году в Национальном дельфийском комитете появилась идея создания парадельфийских номинаций. И тогда же состоялась номинация в 2016 году. Мы запустили 2 номинации. Это жестовое исполнение песни и хореография для ребят с нарушением слуха. Прошло несколько лет. Победители наших номинаций Дельфийских игр посетили международные игры. И тогда стал вопрос, а что делать дальше? Как развивать данных талантливых ребят дальше? И возникла история с нашим театром. То есть появилась такая мысль, что будет лучше, если мы обучим ребят, разработаем методологию, как с этим работать, научим наших педагогов. И в 2019 году все состоялось. Из числа победителей парадельфийских номинаций мы создали 2 труппы. Одну в городе Петропавловск, где находилась и базировалась большая часть победителей парадельфийских игр, и вторую в нашей столице, в городе Астане. Пригласили профессиональных режиссеров, педагогов, обучали ребят актерскому мастерству, сцен-речи, оттачивали жесты очень правильно, написали 3 авторские постановки, и проект запустился. Ребята обучались 3 месяца, уже имея базовое свое образование творческое, то есть увлечение хореографией, жестовым пением. И начался наш, скажем так, гастрольный тур. Мы объездили все регионы Казахстана с нашими постановками, проводили серию мастер-классов, потому что ключевая, конечно, задача — это не создание одного театра, а создание серии театров, особенных актеров по всей территории Казахстана. Будете ли вы привлекать еще других участников, которые хотят, может, проявить себя в творчестве, в театре, на сцене? Конечно, будем. Мы этим занимаемся постоянно. То есть вот я уже обозначила 2 площадки, где у нас сейчас есть, а Казахстан — это большая страна, у нас 19 регионов. И, соответственно, мы хотим, чтобы театр существовал в каждом крупном городе, в каждом областном центре. Мы работаем очень плотно со всеми коррекционными учебными заведениями. И на базе этих учебных заведений организовываем серии мастер-классов, привлекаем наших ребят. Ну, естественно, победителей парадельфийских номинаций с каждым годом становится все больше. И этих же ребят мы будем привлекать и привлекаем для участия в наших театральных проектах. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, про школу социальной рекламы «Будь героем-2020». Это также интересный проект, который вытекает как следствие парадельфийских номинаций. Мы решили сделать в Национальном дельфийском комитете одно из ключевых направлений, которым мы занимаемся, помимо проведения самих игр, непосредственно поиска молодежи и выявления, так и развития. И в 2020 году появилась такая возможность, мы предложили свой проект посольству Соединенных Штатов Америки, они нас поддержали и запустили школу в рамках существующей школы, Дельфийской школы искусств, которая у нас существует в нашем движении дельфийском, казахстанском. Мы пригласили ребят с нарушением здоровья, различными нарушениями, самым главным критерием был сохранный интеллект, и обучили медиакомпетенциям, привлекая наших друзей, медиаперсон, телеканалы, радиостанции Казахстана. И такой отборочный тур, и первый онлайн-курс прошел в течение 1,5 месяцев. Дальше мы ребят пригласили в Астану, и там уже в формате 10-дневного экспресс-обучения разработали, то есть сделали интересный выпускной экзамен, который состоял из роликов социальной рекламы. То есть ребята пробовали себя и в качестве авторов сценария, авторов идей, далее были и операторами, то есть группа из 5 человек разбивала самостоятельно этот функционал между собой. Это была такая хорошая командная работа. С ребятами работали специалисты, тьюторы. И на выходе мы получили 10 социальных роликов интересных. Здорово, очень интересно. И вы знаете, вот по результатам этого проекта сейчас 3 блогера казахстанских, это наши ребята, наши выпускники. Мы организовали для них практику в
в НПО, в молодежных организациях, где ребята себя пробовали в качестве СММ-менеджеров, продвигали видеоконтент, писали его, делали самостоятельно. И вот сейчас у нас 3 блогера есть наших особенных. Классно, замечательно. Какие у вас есть совместные проекты с Кыргызстаном? Ой, у нас очень много совместных проектов, потому что мы очень давно тепло дружим с Дельфийским комитетом Кыргызской Республики. Вот и сегодня мой приезд связан с тем, что в Кыргызстане проходят первые открытые бишкекские Дельфийские игры по 12 номинациям. Я в качестве гостя приехала порадоваться успеху наших коллег, которые впервые проводят игры и сразу же запустили в составе 12 номинаций 2 парадельфийские. Это же пение на жестовом языке и хореографическое искусство. Поэтому вот в рамках этих проектов мы очень много взаимодействуем. Мы неоднократно приезжали по приглашению Дельфийского комитета на фестивали, конкурсы, также с мастер-классами. И вот в рамках «Наристе» фестиваля детского, скажем так, одного из крупнейшего в Центральной Азии детского фольклорного фестиваля, который организует наши коллеги из Кыргызстана, мы приехали с гастрольным туром нашего театра, выступили на главной сцене вашей страны. Это было в июне месяце 2022 года. И таких проектов по обмену опытом у нас достаточно много. Кыргызские ребята приезжают к нам на наши дельфийские мероприятия. И у нас такой, скажем, энергообмен происходит довольно часто. Какие еще планируются совместные проекты? Мы сейчас хотим сделать такую серьезную коллаборацию именно на фоне развития Дельфийской школы искусств. Это вот те самые проекты, когда мы готовим талантливую молодежь не только в конкурсном формате, но и в формате повышения профессионального исполнительского мастерства, взаимодействия с деятелями культуры. И вот в рамках этой школы мы хотим делать нашу центральноазиатскую Дельфийскую школу искусств совместно, где ребята по различным творческим направлениям, в том числе и пара нашей номинации, будут участвовать вот в таком большом глобальном проекте совместном. Расскажите про Дельфийские игры. Что там происходит? Вот. Ну, Дельфийские игры — это высший форум искусств, как мы его позиционируем, для талантливой молодежи, в котором участвуют дети и молодежь от 9 до 25 лет. По всем 6 видам искусств в современных, народных и классических номинациях. В Международном дельфийском сообществе 47 номинаций. В Казахстане на сегодняшний день мы провели 15 национальных игр, и у нас 22 номинации. А в Кыргызстане сегодня проходят первые игры, чему мы очень рады. И игры хоть и называются бишкекскими, они носят статус, по форме они национальные, потому что представлены все регионы Кыргызстана. И 12 номинаций — это и хореография, и вокал, и классические виды, скрипка, фортепиано. Сейчас все это происходит на всех площадках вашего города. Ребята состязаются в 3 возрастных категориях за право быть лучшими и составить национальную сборную Кыргызской Республики, которая в дальнейшем будет представлять страну на международных дельфийских мероприятиях. Здорово. Как проходит социализация, социальная интеграция лиц с инвалидностью в Казахстане? Расскажите об успешных кейсах. Ну, я думаю, что наш проект, он является одним из успешных, потому что театр особенных актеров Ерикше театр, он на сегодняшний день вот именно в том формате, где задействованы ребята и с нарушением слуха, и с ментальными нарушениями. Он уникальный, он интересный, он получил одобрение сейчас у театральных критиков, и это очень интересный кейс. Плюс у нас государство очень большое внимание сейчас уделяет, конечно, вот именно социальному блоку. Существует много проектов. Вот один из очень интересных — это развитие социального предпринимательства. Сразу первым делом вспомнила о нем. Наш коллега Эмин Аскеров сейчас семимильными шагами продвигается вот именно в этом направлении. Создаются мастерские творческие, где ребята могут, помимо того, чтобы заниматься любимым делом, еще и зарабатывать, быть интегрированными в наше общество. Много, конечно, творческих проектов, очень много ремесленников. И сейчас вот ведутся такие зачаточные работы по внедрению, по крайней мере, нашим комитетом, внедрению образовательных проектов по творческим направлениям, образовательных
продуктов именно в систему образования. То есть мы хотим, чтобы творческие ребята имели возможность быть актерами, профессиональными актерами. Но большая проблема в том, что очень мало этих программ, адаптированных для особенных ребят. И вот эта работа сейчас в Казахстане также получает поддержку и понимание. Здорово. В основном, когда в семье рождается особенный ребенок, вся ответственность по уходу за ним ложится на мать. Работаете ли вы с матерями, оказывается ли им психологическая поддержка? Вы знаете, в государстве в целом очень большое внимание уделяется, и есть, да, есть определенные курсы, мы являемся и партнерами многих проектов, где уделяется внимание именно работе, выгоранию, эмоциональному выгоранию родителей. Потому как вы правильно заметили, как правило, и это вот очень страшно, мама остается один на один с особенным ребенком. Очень часто отцы уходят из семей, но работа ведется. И самое важное, это, конечно, сейчас, это даже не наша работа, но это работа общества в целом. Мы должны все сейчас объединиться вокруг того, чтобы информировать общественность о ранней диагностике, о планировании самой беременности и выявлении каких-то особенностей у будущего ребенка для того, чтобы можно было сделать коррекцию на начальном этапе. Эта работа также ведется, но и мы со своей стороны, конечно, работаем непосредственно с родителями творческих детей. Мы стараемся максимально помочь им сосредоточиться на развитии, вот именно на социализации посредством искусства. Потому что тот же театр показал очень интересные элементы, возможности помимо социализации особенного ребенка, еще и его реабилитации. Здорово. Какие еще есть планы по улучшению качества жизни людей с инвалидностью? Планов много, знаете, их очень много, потому что если мы ранее занимались только талантливой молодежью нормотипичной, яркими талантами, сейчас у нас прям отдельным блоком идет программа инклюзии. Мы ратуем за создание инклюзивного общества, чтобы у каждого ребенка были равные возможности. Буквально 3 года назад мы адаптировали наши программы по экологическому воспитанию, экологической культуре для особенных детей. И сегодня мы стараемся предоставить возможность им еще и участвовать в исследовательской деятельности. Поэтому, я думаю, работы очень много, но самое важное — это, конечно, глубинное погружение. И то, что мы стараемся всегда, чего придерживаться в своей деятельности, это создавать системные проекты. То есть не одноразовые, а чтобы это было выверено методологически, с пониманием, с привлечением экспертов, учитывая мнение самих родителей и, конечно же, наших ребят. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо. Вы совершаете очень хорошее, благое дело. Дай Бог вам успехов. Увидимся. Рахмет. Сау болыңыздар.